Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня в нашем музее мордовской народной культуры в городе Саранск мы вам покажем мастер-класс по росписи пасхального яйца. Это очень актуально в преддверии праздника, одного из самых главных христианских праздников, праздника Святой Пасхи. И пасхальное яйцо – это как самый главный символ, атрибут этого праздника. И поэтому сейчас вам расскажу, как я буду расписывать, покажу, как буду расписывать акриловыми красками такое вот яйцо, гипсовая модель. Вот такая вот у меня уже заготовка уже сделана, уже расписана. Цветочный орнамент, ну, по типу кистевой традиционной росписи. И для начала расскажу вкратце об истории этого праздника. Слово Пасха имеет греческое происхождение, означает избавление, то есть это начало новой жизни. То есть Иисус Христос воскрес, и люди радуются этому событию. И поэтому в этот день все вместо приветствия обычного приветствуют друг друга Христос воскрес. Воистину воскрес, отвечают друг другу. И все друг другу обмениваются вот такими пасхальными яичками, которые обычно расписываются какими-то узорами, окрашиваются. Если яйцо просто окрашено в один цвет, то называется крашенкой. Если расписано различными узорами, орнаментом, называют писанкой. И вообще писанка – это такая традиция, которая имеет давнюю историю. Около 5000 лет назад появились первые писанки. То есть вообще это был такой особый обряд, когда при совершении этой росписи расписывали особым способом, применяя горячий воск и краски, натуральные красители. Расписывали именно живое яйцо, потому что именно живое яйцо символизировало собой зарождение новой жизни. Если уже яйцо сваренное, то оно уже мертвое. Но именно на Пасху в большом количестве обычно расписывали именно сваренные яйца, мертвые, как говорили наши предки. Ну, потому что это практично, чтобы они не портились в большом количестве и хранились долгое время. Ну, пока вот рассказываю, начну расписывать. То для начала нужно покрыть фон каким-то одним цветом. Я возьму желтый цвет. Желтый цвет символизирует как раз вот в символике писанки. Желтый цвет символизируется как это цвет солнечного, цвет солнца, символизирует хороший урожай, хорошее настроение у человека, оптимизм придает. Ну, изначально, то есть я вот беру одну такую большую кисть, у меня кисть из ворса пони, пятерка, мне такой будет достаточно. И применяю я краски акриловые, так как акриловые достаточно удобно, они быстро сохнут, они прочные, не размываются потом водой. Легко разбавляется водой, что тоже очень удобно. Не нужно никаких дополнительных специальных растворов, разбавителей, как при масляной. Ну и то, что немаловажно, быстро сохнут. И пока расписываю, покрываю фон, точнее. Прежде чем уже приступить к росписи, к нанесению каких-то элементов, узоров. Конечно же, вы можете перед нанесением узора нанести какой-то рисунок с помощью карандаша. То есть, если вам так будет удобно. Я без карандаша сразу так поставлю. Сразу наношу краску. Мне так удобно, вы можете использовать какие-то, наметить себе линии, хотя бы, чтобы
знать, где вы будете наносить рисунок. Ну, изначально на Пасху яйца окрашивали в красный цвет. Почему так? Почему именно в красный цвет? Потому что красный цвет это символизирует в первую очередь кровь Христа, кровь Спасителя. И также красный цвет это символизирует царский статус Иисуса Христа. Существует несколько версий, легенд о возникновении такой традиции окрашивать пасхальные яйца в красный цвет. И связаны они с христианской святой Марией Магдалиной, которая была свидетельницей распятия и воскресения Христа. И она пришла к императору сообщить об этом чуде, об этом известии, о том, что Иисус Христос воскрес. Но тогда, чтобы попасть на аудиенцию к императору, нужно было принести какое-то пожертвование. А что мог принести бедный человек? Ну, чаще всего это были яйца, обычные куриные яйца. И это и сделала Мария Магдалина, сообщила эту новость. Но, конечно же, император ей не поверил, он рассмеялся, сказал, что такого не бывает, не может человек просто так воскреснуть. Так же, как не может яйцо стать пурпурным, приобрести красный оттенок. И тотчас же на глазах у всех яйцо в руках у Марии Магдалины начало приобретать пурпурный оттенок. То есть такая легенда. Ну, впоследствии стали применять и различные другие цвета, помимо красного. И именно с пасхальной традицией связана вот эта традиция расписывать, делать писанки. Как их делали? Наносили на холодное, сырое живое яйцо, обязательно холодное, наносили горячий растопленный пчелиный воск. Специальным металлическим стержнем, наконечником острым наносили узоры из этого воска и уже окунали в краску. Начинали с самых светлых оттенков краски. И затем вытирали, ждали, пока высохнет яйцо, вытирали тряпочкой или бумагой и наносили следующий слой воска, затем снова окунали в краску. И вот так каждый раз до тех пор, пока не будет нанесен последний слой темной краски, последние узоры, последний слой воска. И затем это все, воск растапливался, стирался и оставался на яйце красивый, четкий, точный узор. Использовали геометрические какие-то орнаменты, цветочные, растительные. И каждый элемент этого орнамента имел свою символику особую. Чаще всего эти символы были как обереги, присутствовали на этом яйце. Поэтому даже вот в древности славяне расписывали эти яйца не только как атрибут Пасхи, но и какой-то вот как оберег, как атрибут какого-то обряда. Например, если хотели, чтобы появился в семье ребенок, то вот, например, на такой вот для такого обряда расписывали это яйцо. Также красный цвет символизирует, как я уже говорила, это главный цвет, символ воскресения Христа, это цвет крови, это цвет любви. Поэтому вот, молодым, если хотели они счастливую семейную жизнь, необходимо было расписать вот яйцо, писанку применяя красный цвет. Ну, пока вот у меня, в принципе, уже подсохла краска, фон, я начну расписывать, наносить дальнейший узор.
Ну, здесь уже вот, как подскажет вам фантазия, вы можете наносить и цветочный орнамент различный, и птичек. Я хочу нанести такой старинный древний элемент орнамента, как древо жизни. У меня оно будет, конечно же, немного по-своему исполнено, потому что если как в писанке, это достаточно долгая работа, кропотливая. Она требует более длительного времени, навыков, и мы не уложимся в заданное нам время для мастер-класса. Ну, для начала я... Вообще, древо жизни — это как символ вечности рода. Такая символика была у древних славян. Для начала я нарисую ствол. Возьму потоньше кисточку. Это у меня тройка пони. Я возьму коричневый цвет. Можно немножечко водички. Ну, в принципе, какая консистенция у красок? Это такая вот жидкая сметана, чтобы легко наносилась и не капала с кисточки. Мне вот удобнее то есть здесь уже я применяю свою фантазию. Древо жизни у меня будет свое, такое фантазийное. Наношу ствол, веточки прорисовываю. Подлиннее веточки. И вообще вот по традиции, по старинной славянской традиции, если в писанке использовано несколько цветов, писанка многоцветная, то это символизирует благополучие в семейной жизни, счастливую семейную жизнь. Поэтому и сегодня я постараюсь, чтобы она у меня получилась многоцветная, яркая. Использовать постараюсь все цвета по максимуму. Если у меня это получится. Листочки буду наносить. Возьму зеленый цвет. И чтобы зеленый не был таким открытым, слишком ярким. Не чистый зеленый цвет возьму, а смешаю немного с желтым. Он будет чуть-чуть посветлее. Ну, здесь я просто прикладываю кисточку к поверхности яйца. Создаю такие капельки.
этой стороны. Здесь я уже фантазирую, то есть создаю такую вот стилизованную крону дерева. Ну, тем более, что древо жизни многие мастера исполняли по-разному, тоже применяя свою фантазию, какие-то, учитывая особенности культуры того или иного народа. Этот символ применялся, использовался у многих народов. Поэтому это древо жизни рисовали, выполняли по-разному. Кого на что хватит, как подскажет фантазия. Здесь у меня краска отстает от поверхности фона. Немножко добавлю, подкрашу. И обычно вот в орнаменте писанки рядом с древом жизни использовали, рисовали птичек, каких-то животных, оленей, коней. Ну, я нарисую и больших, маленьких птичек. Тоже это как будет такой обереговый символ. Птица, изображение птицы. И возьму для этого оранжевый цвет. Ну, в принципе, вот в росписи пасхального яйца, особенно сейчас какие современные возможности, традиции. Сейчас допускается, в принципе, любой рисунок на яйце наносить. Не обязательно что-то такое старинное, традиционное. Тело птицы такой капелькой. Шею прорисую. Ну, здесь я уже, конечно, взяла самую маленькую, тоненькую кисточку, однерку. В принципе, в дальнейшем мы будем пользоваться практически только этой тонкой кисточкой, так как детали мелкие, все тоненькое.
уже вот малиновым цветом хвостик можно прорисовать. Крылья. Тоже обозначить такой капелькой, мазком. Ну, как уже, наверное, заметили, лишнюю краску и также воду я убираю с кисточки вот об губку. Или тряпочку можно иметь под рукой. Для удобства, для чистоты, для аккуратности в рисунке. Получились какие-то у меня птицы, как сошедшие с каких-то народных, традиционных орнаментов. Так. Ну, в изображении еще древа жизни хотелось бы добавить некоторые элементы, потому что его обычно расписывают, изображают как какой-то такой вот райский цветок такой, и изображение венчика цветка, и листики, и различные завитки дополняются. Можно это будет добавить немного в некоторых местах. Но я добавлю лучше как ягодки. Красным оттенком. Чуть-чуть воды добавляю, разбавляю пожиже. Лишнюю краску убираю. Вот краешек палитры. В некоторых местах между листьями, поближе к стволу, получается у меня такой пестрый изображение. Конечно, в традиционной писанке там сложный приплетенный четкий орнамент применяется. Это и обилие каких-то вот геометрических ровных линий, волнистых, зигзагов, всевозможных завитков, меандров. Изображения животных обычно очень схематичны, символично изображены. Минимализированные какие-то детали. Ну, в нашем случае здесь больше свободы. Мы скорее применяем свою фантазию. Ну, конечно же, главное делать это с хорошим настроением, чтобы закладывалась хорошая энергетика.
И обычно вот в орнаменте писанки под древом жизни изображается, наносится какой-то, тоже символически, как земная твердь, или, может быть, это даже цветочный горшок. То есть по-разному это могут изображать. Ну, я возьму зеленый, коричневый. Немножко смешаю зеленый с коричневым, чтобы получился темный оттенок. Мазки свободные, легкие должны быть. Возьму белый цвет, смешаю немного с желтым. Хочу добавить, так сказать, такой оживки, такой вот прием, как вот оживление росписи обычно применяется в традиционной кистевой росписи, как в городецкой, пермогорской, борецкой росписи. Оживка, то есть обычно наносится она уже поверх. Последний момент. Поверх основного цвета. Скобочками, такими линиями тонкими, капельками, точками. И как бы такой добавляет, немного оживляет и как бы создает ощущение бликов. Можно вот такие добавить листые линии, чтобы разнообразить изображение.
Вообще с яйцом у многих народов связано такое вот понимание того, что яйцо это как символизирует собой Вселенную, символ зарождения всей жизни. И особенно тут было и как раз у славян. То есть они представляли яйцо как такую вот модель Вселенной. Ну, это у нас вот эта вот часть расписана таким образом. Потом добавим еще различные приписки, тонкие узоры дополняющие. Вот на другой части основной хотелось бы расписать цветочными орнаментами. Цветами. Тоже какими-то фантазийными цветами. По типу той же кистевой росписи. Возьму красный цвет. Так, ну, примерно, чтобы это было где-то посередине. Вот на свободной другой стороне, посередке, здесь вот. Напишем самый крупный цветок, здесь вот покрупнее цветок, и уже здесь вот дальше цветы поменьше. Сначала такой замалевок делаем основным цветом. Лепестки. Основная часть, это вот круглая, плавными движениями кисти. Кисть тройка. Видимо, воды я жалею, поэтому мне плохо. Краска разносится по поверхности. Тяжело плавно писать. Плавнее, пообъемнее немножко лепестки. Здесь вот тоже сделаю
более округлым. Ну, далее, сейчас немножко подсохнет, нужно будет нанести теневку. Здесь вот в свободных местах и здесь нанесем цветок, напишем цветок поменьше. Тоже возьму тройку, кисточку тройку. Цветок, главный цветок у нас красный, а этот вот поменьше цветок, который вот здесь у нас будет маленький, сделаем розовым, малиновым немножко. Этим цветом 4 лепестка, между ними свободные места, напишу лепестки другого оттенка. Уже белый возьму. Такой вот с оранжевым смешаю. Начинаю вести кончиком, и потом прикладываю кисточку. Также начинаю слегка прикасаясь, веду кончиком кисточки, потом прикладываю. Так. Здесь тоже можно цветочек изобразить, будет поменьше. Так, пока вернемся. Да, вот пока у нас еще не подсох этот цветок крупный, вот здесь изобразим, напишем, закроем вот это вот место, где у меня отходит краска, прилипает к пальцам. Немножко закрашу. Просто краска еще не досохла, я уже поторопилась схватиться за это место. Ну, здесь также мы вот такой тоже этот розовый цвет
Нужно будет постараться здесь совсем небольшой цветочек сделать. Несколько такой другой, более насыщенный розовый оттенок. Такие лепестки. Подправлю розовым. Уже подсыхает. Вот пока подсыхает вот этот вот у нас замалевок этого цветка, вернемся к этому крупному цветку. Нужно будет сделать теневку. Она и добавит и глубины, и такой насыщенности цвету. Смешаю коричневый с красным. Надо постараться здесь, чтобы более тонкие линии. Вот такие спирали. Мне захотелось написать. Ну, вообще в писанке спирали тоже часто использовались. Это такой солярный символ, символизировал собой солнце. Также могли наноситься звезды, тоже солнечный знак, символизирующий солнце. И такой знак могли наносить, часто наносили на яйца девушки молодые, которые хотели выйти замуж поскорее. Они наносили звезды, 8-конечные звезды, 5. Ну и частые излюбленные элементы — это и крест, всевозможные кресты, солярные знаки, свастика. Могли также изображаться и
такие символы, которые назывались как берегиня, то есть хранительница домашнего очага, берегиня, оберегающая человека, то есть такой оберег, изображали в виде жучка с поднятыми вверх лапками. Или также изображали часто треугольник. Это древний, архаичный символ, символизирующий собой женское начало. И также символ домашнего очага, домашнего благополучия в доме. Я не стала специально слишком много добавлять коричневого цвета, каких-то других темных оттенков, чтобы эта теневка не была такой слишком черной. Как я думаю, считаю, что это было бы слишком резко смотрелось. Немного грубовато на таком яйце. Такая вот коричневая. Смешанная с красным. Она более мягко ложится. Подходит к нашему замалевку, к основному цвету. Ну и вот посветлее я замешиваю белый с красным. Такой вот розовый оттенок намешиваю. Это вот тоже такая, чтобы оживка у нас была. Просто вот добавляю какие-то различные линии, капли также. Здесь вот побольше капельку. То есть дальше потом будут добавлены, написаны еще листочки, чтобы такое более законченное было изображение, наша картина. Здесь цветок тоже нужно будет немножко добавить сюда теневки. Так. У нас уже засох. Смешала сразу два оттенка, чтобы было удобно. Не хочу, чтобы здесь теневка была слишком темная, слишком резкая, поэтому немножко добавляю вот белого оттенка, чтобы слегка разбавить.
вот таким способом наношу капли длинные. Также и этим цветом. Вот здесь, на этом маленьком цветочке. Спираль как раз будет сочетаться с вот этими спиралями. Возьмем вот этого оттенка, то есть оранжевый, белый и немного коричневого. Мазки на эти лепестки. Чуть-чуть еще белого. Так вот отдельно в уголке смешиваю, потому что не весь этот розовый цвет. Чуть-чуть только намешать. Добавлю такие точки. Ну, здесь, если вот какие-то линии. Ну, конечно же, не хватает листьев. Зеленый смешиваем. Можно немного желтого добавить. Все-таки мешает. Он получился более таким травяным. Так. Чтобы листья надо, чтобы они связывали вот эти 3 цветка, такую как бы композицию. Таким способом, то есть сначала кончиком веду, начинаю, прикладываю слегка кончиком кисточки, потом ее ложу, кладу полностью на поверхность. И кончик листика опять выложу вот этим кончиком. Ну, конечно, это хорошо получится, более удобно будет, если у вас будет кисточка, у которой кончик будет не будет разделяться, будет хорошо, будет единым таким кончиком.
чтобы получались тонкие вот такие вот линии, изящные кончики у листьев, у лепестков. Ну, моя кисточка этого не дает, такой возможности нету. Кончик у нее толстоват, хотя даже это 1. Еще возьму. Такие вот листики. Так, и обычно вот к такой кистевой росписи, к таким цветкам, листикам еще добавляют различные приписки, завитки в виде таких вот тонких стебельков извивающихся. Ну, можно здесь добавить, можно посветлее сделать оттенок зеленый. Можно и темные, и светлые завитки сделать. Мне хочется взять такой светлый оттенок. Цветки здесь, тут вот сверху добавим. То есть это тоже как будто бы продолжение этих листьев, завивающихся в каком-то вот затейливом виде. Ну, в принципе, мы с вами уже подходим к концу. У меня такой вот получается очень фантазийно раскрашенный, расписанное яйцо с использованием древнего символа, древа жизни, птиц и более свободный орнамент. Тут цветы. Можно вот отсюда эти вот волнистые линии сюда продолжить. Ну, таким вот
вот образом. Здесь вот я смазала сама пальцем. Конечно, если есть какая-то подставка, то чтобы поставить на нее яйцо, чтобы не держать в руках, не пачкать свои руки, поверхность яйца. Это будет удобно. Думаю, будет вам же удобно будет так. Или даже чтобы, если подставка могла крутиться, то это еще лучше, чтобы вы могли просматривать со всех сторон яйцо, не поворачивая его самого, не трогая пальцами. Просматривать все изображение. Так. Вот такое вот яйцо получилось. Вот здесь я напачкала зеленым цветом. Также, конечно, можно расписывать и обычной гуашевой краской, но для крепости поверхности этой краски можно смешать ее предварительно с клеем ПВА. То есть каждый цвет нужно смешивать, хорошо перемешивать с клеем ПВА. То есть получается такая, как бы, собственно, ручно сделанная темпера. И краска, гуашь потом не будет приставать к рукам, она не будет, поверхность не будет стираться. Ну, или если есть, то если есть темпера, то расписывать темперой нужно. Ну, краска тоже это капризная, быстро сохнет, поэтому нужно будет ее тоже быстро расписывать. Так же, как акрил быстро подсыхает на палитре. Вот. В принципе, у меня все. Вот такой вот фантазийно расписанное пасхальное яйцо с древом жизни. По-своему я так его расписала. Художественно. Такие вот цветы, букет, гирлянда. То есть может быть и одно яйцо, может быть и один цветок какой-то, либо полностью все яйцо расписано цветочными орнаментами, гирляндами, букетами. Могут быть это просто волнистые какие-то линии, треугольнички, ромбики. Также может быть какой-то и птица. Ну, в принципе, на этом все. Яйцо готово, расписано. Всем спасибо за внимание. Рада, что вы меня выслушали. С наступающим праздником Святой Пасхи!